А эти ферменты, они используются в косметике, они используются в медицине. Тогда очень заинтересовались компании, фармацевтические компании Китая. Видите, сходство-то с коронавирусной инфекцией. Почему там пустырь-то стоит? Вот потому она стоит. Там же сибирская язва, споры. Япония и Корея на основе этих вот таких штаммов у них есть национальные напитки. И получили этот штамм Соединенных Штатов Америки на $1 миллион. Мы имеем все же. Мы заработали. Мы имеем сейчас 9 штаммов микроорганизмов, с которых можно изготовить вакцины, пробиотики, закваски для нашего любимого напитка кумыса и сора. Оказывается, мы распространили эти вирусные болезни не только в Якутии, центральных и других юридических групп полусов, да, а даже на севере. И в первую очередь нам надо создавать биофармзавод. Была публикация, передача о том, что томские ученые нашли микроорганизм в нашей Якутии, это по реке Алдан, микроорганизм, который продлевает жизнь белых мышей. И они говорили, что нашли этот микроорганизм впервые, что они первооткрыватели этих микроорганизмов. Об этом мы услышали и были немножко возмущены, потому что с этими микроорганизмами, которыми они описали, мы потом его нашли в их трудах, это микроорганизмы Bacillus subtilis, это споровые микроорганизмы, которыми богата наша природа. Этот микроорганизм есть и у ископаемых животных, этот микроорганизм есть у современных растений, современной почве, поэтому большого открытия в этом не было. Для изготовления кормовых добавок. К сожалению, у нас в России 1-2 завода есть, но они обеспечить потребность России этих ферментов не могут. А я выступал в 2005 году в выставке Экспо в Харбине о том, что есть микроорганизмы, которые могут вырабатывать ферменты. Тогда очень заинтересовались компании, фармацевтические компании Китая. После этого, через 7-8 лет, они у себя построили 5 заводов. Они этот штамм от нас не получали, хотя они просили, мы им в то время было строго. Они получили этот штамм Соединенных Штатов Америки на $1 миллион. И наладили производство ферментов. Эти ферменты мы сейчас закупаем с Китая. А эти микроорганизмы, которые могут вырабатывать ферменты и возможность строительства ферментного завода даже в Якутске, у нас есть с 2000 года. Мы эти штаммы выделили в 1998 году. И тогда уже говорили, что в 2000 году, что можно изготовить ферменты препараты. Вот сейчас мы тоже об этом говорим. И сейчас мы его взяли даже в своем тематическом плане. И через 3-4 года мы должны уже наладить производство ферментов. Кому мы передадим это производство, неизвестно. Никто пока не заинтересован. Хотя мы об этом говорим, есть у нас публикации, статей около
500 с чем, 520 статей, 43 патента, вот они лежат, все описано. Правильно говорят японцы. У них спросили, как вы так, такое развитие получили. Они ответили, что они делают, как мы пишем. То есть мы все описали, все мы патенты получили, статьи написали, а все осталось на бумаге. К сожалению. Ну вот такие перспективы по препарату Сахабактисубтил. Препарат очень перспективен. Это штаммы, наши штаммы, то есть автором являемся мы, патент у нас, регистрация, депонирование у нас, все есть. Остается его реализовать, то есть наладить производство. О производстве я еще скажу, потому что производство лекарственных средств это очень сейчас в настоящее время очень сложным производством стало. Почему? Требований больших, серьезных требований на производство лекарственных средств, в том числе и в медицине, не было. А сейчас правила мы приняли GMP. А это правила, которые разработали в Соединенных Штатах Америки и Европе. Это правило тоже мы, как страна, которая стремится к развитию, должны принять. А эти правила очень жесткие. Поэтому в настоящее время у нас возникла угроза закрытия нашего производства. Наше производство, это экспериментальное производство, налажено в 2000 году. В 2015 году мы получили лицензии Россельхознадзора. Казалось бы, недавно, совсем, 5 лет. Хотя действуют до сих пор правила производства лекарственных средств 2013 года, в котором описано, как должны делать, то есть что должны делать. Мы на основе этих правил в 2015 году получили лицензию. А сейчас Россельхознадзор от нас требует, чтобы мы выполнили все пункты правил GMP. Это правильно, с одной стороны, это очень трудно. Это должно быть чистые помещения, полы, потолки, стены, без швов, пол должен быть гладким, потолок должен быть гладким, там должен быть воздух с фильтрацией. А для оборудования вот такого чистого помещения нам необходимо минимально для реконструкции нашего производственного цеха 35 миллионов рублей. Мы об этом уже договорились. Есть люди, есть фирмы, которые готовы провести реконструкции нашего цеха. Вакцина. О вакцине мы сейчас, наверное, знаете все. Это очень отрадно. Вот поговорка же есть. Нет худа без добра. Сейчас вот в связи с пандемией все знают, что надо провести вакцинацию. Все ждут эту вакцину против COVID-19, чтобы провести профилактические работы. А у нас есть лошади, табунные лошади. Они болеют, у них есть инфекционные болезни. Это мыт лошадей, по-якутски халака-гыптер, который известен всем. Есть у нас болезнь самолезный аборт, который бывает вызывает аборт у кобыл. К сожалению, мы распространили со скаковыми лошадьми вирусную болезнь иринопневмонию лошадей. Иринопневмония лошадей, само название ирина – это иринит, воспаление носовой полости. А пневмония, наверное, сейчас знаете все. Это воспаление легких. Наши лошади страдают этой болезнью. Самая главная клиника
этой болезни это не ринит и пневмония, которые бывают очень редко у лошадей, а аборты. То есть эта болезнь вызывает аборты у лошадей. При возникновении этой болезни деловой выход снижается до 10-20%. Если, считается, что у нас в среднем 75-80% делового выхода, то если 20, это уже очень много ущерба. Еще у нас есть болезнь лептоспироз. Но что такое лептоспироз, многие не знают. Лептоспироз – это болезнь человека в первую очередь, а потом животных. У человека вызывает болезни почек, то есть разрушает почку. Человек становится инвалидом. К сожалению, в годичных докладах Роспотребнадзора об этой болезни очень мало. Очень мало исследований. Почему? Я не знаю. А у нас республика получена по этим инфекционным болезням среди лошадей. А что такое лошади? Что мы кушаем, вы прекрасно знаете. Мы все любим кушать мороженую печень и мясо. А где находится этот возбудитель печени? Понимаете? Вы поняли меня, да? Вот некоторые говорят, холод убивает микроорганизмы. Наоборот, холод консервирует. Чтобы сохранить наши микроорганизмы, их сохраняем в жидком азоте даже. И в холодильных камерах. Наши пробы, которые мы берем от лошадей. Чтобы не погибли ни вирусы и микроорганизмы. Но о лептоспирозе я могу рассказать еще больше, но, наверное, у нас времени мало будет. Да? Если будет возможность, я расскажу, что мы делали, какие мы предлагаем методы борьбы с лептоспирозом и методы диагностики. Все это мы разработали в свое время, все публиковали, патенты получили, методические рекомендации разработали. Но опять, как уже я говорил, все остается на бумаге. Вот в этом году, на сегодняшнее число, деловой выход жеребят составляет 47%. И министерство говорит, что ожидают 55, самое большее процентов в этом году. 55% делового выхода. А мы знаем, что табунное коневодство рентабельно, когда деловой выход 70%. Тогда получается, что мы по республике коневодством, я не скажу, что не надо заниматься, а нежелательно заниматься, получается. Невыгодно. Понимаете, во всем мире это действуют же законы рынка. Люди занимаются тем отраслям, который дает прибыль. Так же. А если он дает убыток? А что делать? Наши коневоды, у них другого занятия больше коневодства нет. Поэтому они думают, что возможно, на следующем году получим, будет хороший год, что у нас будет приплод, иногда 70-80% бывает же деловой выход. Это очень хороший показатель. Но это не и животное. Благодаря COVID-19 все стали вирусологами, в том числе и наши руководители. Поэтому это очень хорошо. Вот настало время нам, в Якутии, организовать лабораторию вирусологии, научную лабораторию сначала, а потом и практическую лабораторию. Опасность возникновения вирусной болезни очень высокая. Будут еще новые болезни, новые вирусы.
А мы даже не разобрались со старыми. Пример. Пример был такой. Мы думали, что среди северных оленей нет вирусных болезней. И было у нас намерение использовать для культуры клеток сыворотка крови северных оленей. Это попросили мои коллеги из Виены, это Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии. Я брал кровь с Нижней Колымы, брал кровь Эвено-Патентайского улуса и Тампонского улуса. Совместно со своими коллегами, аспирантами. И направили мы его в Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии. Что случилось? Они выявили антитела к инфекционному элеминтрохеиту крупного рогатого скота и вирусной диареи крупного рогатого скота в крови Нижнеколымского, Тампонского и Эвено-Патентайского улусов. Это о чем говорит? Это говорит о циркуляции вирусов, этих вирусов, среди северных оленей. Все, приехали. Оказывается, мы распространили эти вирусные болезни не только в Якутии, центральных и других юридических групп улусов, да, а даже на севере. А эти исследования когда были проведены? В 1998 году. А сейчас какой год? Об этом я говорю, пишу, надо создавать лабораторию, но пока говорят, что денег нет. Наверное, в связи с ковидом еще денег не будет, наверное. Но вложение денег, да, сейчас, почему я говорю? Потому что мы живем сейчас в настоящее время век биотехнологии. 20 век был веком техническим, IT-технологии, там прочее, да. Это у нас сейчас, как осталось в стране, мы считаем себя, развитием IT-технологий Якутии. Это, конечно, мы оставили, поэтому хорошо. Но во всем мире это век биотехнологий. То есть мир подумал, а как нам вот столько народу, чем питаться и как быть здоровым? Биотехнология подразумевает использование микроорганизмов на благо человека. Поэтому все страны начали этим заниматься. У нас тоже была программа развития биотехнологии в 2013 году, в 2015 году, и в том числе нашей республики. И что получилось? У меня есть публикации, у меня есть факты, а мы их не выполнили. Никто о выполнении этих программ никого не спросил, никто не отчитался. Мы остались на том же месте, как осталась страна по биотехнологии. Поэтому мы пытаемся, чтобы принять политику нашей республики и Российской Федерации по развитию биотехнологии. И в первую очередь нам надо создавать биофармзавод. Казалось бы, а почему сразу биофармзавод? Некоторые наши высокопоставленные чиновники так и говорят. А что вы имеете? А мы имеем все же. Мы это заработали. Мы имеем сейчас 9 штаммов микроорганизмов, с которых можно изготовить вакцины, пробиотики, закваски для нашего любимого напитка кумыса и сора, о чем я еще скажу, потому что мы, к сожалению, не имеем заквасок к этим целебным напиткам. Так, мы можем кормовые добавки, ферменты. А базы-то нет. Если базы нет, нас закроют. А разрабатывать и производить должны по требованиям в одном месте. То есть разработчик, он должен быть и производителем. В том числе против сибирской язвы. У нас же был по улице Белинского Виварий, там, где получали сыворотку
крови от лошадей для лечения, для профилактики сибирской язвы. Почему там пустырь-то стоит? Вот потому она стоит. Там же сибирская язва, споры сохранились. Мы сейчас вот начали заниматься изучением кадастра, то есть мест захоронения павших животных от сибирской язвы. Мы его закончили. В этом году мы методичку выпустим и монографию. А в чем опасна сибирская язва-то? Вот в Ямале был случай сибирской язвы же был. По-моему, в 16 году или 17 году. Так мы уже начали опять забывать. А не надо забывать, потому что возможность возникновения, распространения сибирской язвы очень высокая. Потому что сибирязвенные споры сохраняются 100 лет. Это срок наблюдения. А никто же не знает, а может еще 200 лет сохраняется. Кто их знает? И самое главное, вот сейчас начали выделять уже сибирязвенные возбудители сибирской язвы даже из палеонтологических раскопок. Это публикации не наши, это публикации центральных институтов, которые провели исследование материал от палеонтологических раскопок. И они выделили сибирскую язву. Это значит, что это неизвестно еще. Это сибирская язва периода мамонтовой фауны или периода современного периода. А никто же не знает. Никто пока не изучал. Ну, пытается изучить, конечно. В 2018 году у нас были с Германией наши коллеги Штутгарта. Ну, вы помните их, да? Они предложили испытать вакцину против сибирской язвы. Мы согласились. Мы нашли хозяйство, мы нашли аспирантов, мы нашли людей. И попросили разрешения Россельхознадзора. Они что нам ответили? Они нам ответили, что разработку инактивированной вакцины запрещаем. Мы срубили сук, на котором сидим. А что такое инактивированная вакцина? Сейчас используются живые вакцины для вакцинации против сибирской язвы. А если будет случай сибирской язвы, что должны делать в первую очередь? В первую очередь мы должны провести обработку антибиотиками. А как будем проводить антибиотиками, используя живую вакцину? Вакцина же погибнет, вакцины штамм, вот этих антибиотиков. Вот, видите как? А если была бы у нас инактивированная вакцина, то мы могли бы ввести эту инактивированную вакцину совместно с антибиотиками. Потому что инактивированная вакцина, она убитая вакцина. Его убивать не надо ничего. Антибиотик на них не действует. Вот. Штамм. Об этом говорил и нас иногда критиковал наш первый президент Михаил Юрьевич Николаев. Он очень прав, и он правильно говорил. Вы давайте занимайтесь разработкой лекарственных средств для человека. А как мы будем заниматься это? Мы такое право не имеем, мы ветеринары. Хотя у нас один закон. Закон о обращении лекарственных средств, он один. Он один у медиков и ветеринаров. Вот он лежит. А в развитых странах, это имеется в виду Япония и Корея, на основе вот таких штаммов у них есть национальные напитки. Вот наши в январе были в Японии. Надежда Петровна, Леонид Николаевич и наши коллеги с Минсельхоза, в том числе Ильтюмене,
Там есть напиток натодин на основе Bacillus subtilis. Это национальный продукт у них, понимаете? А у нас нет. А мы, ну что делать? Мы же не сидим. Поэтому мы разработали кисломолочный продукт для животных. То есть на основе этих микроорганизмов заквашивается обрат, ну, который пользуется летний период выпайки молодняка. Очень хороший продукт получается. Этот обрат, ну, пример я приведу, да, хотя это, ну, ничего страшного в этом нет. Мы проводили опыты на предприятии Туму. Это вот Мегино-Кангаласский район, один из передовых хозяйств нашей республики и, наверное, России. И проводили опыт. И там суточные перевесы телят при использовании этого заквашенного корма составили 1 килограмм. Летний период. Молодняк 1 килограмм. А у нас сколько получаем? 400, 500, 600, 700. Самый большой. А тут 1 килограмм. И это хозяйство во главе Беседкиной, они каждый год получают этот препарат и заквашивают, и кормят сейчас своих телят. И в этот, ну, мы были приемка опытов, они как раз там подготовили этот заквашенный корм. У него очень чисто, ну, я удивился, очень чистоплотные люди. Все чисто, я удивился. Может быть, они готовились. Ну, наверняка нет. Мы их не предупреждали, что он приедет. И вижу, что стоит бачок с этим заквашенным кормом. И там вот наш корм. Я спрашиваю у телятницы: у вас ложка есть? Конечно, есть, говорит. Она откуда-то притащила ложку. Я попробовал. Очень вкусный. А там рядом стоял работник, который, помощник этой телятницы, мужчина, который был после глубокого похмелья. Он очень удивился. А что это? Это можно кушать-то? Шекаиндочек. А почему нет тебе? Это же, если животные кушают, почему мы не должны кушать-то девять? Это же типа нашего национального продукта. Это же 40 типа. Он тогда очень обрадовался. И попробовал. Говорит, очень вкусно, оказывается. И получается продукт, да, вот 40 же. Мы же все пробовали, мы все выходцы. Он очень бывает, надо туда добавить сахар, да? А этот, с этим, заквашенным этим микроорганизмом 40, он употребляется без сахара. Он сам сладковатый. И вот я каждое утро стакан пью этого сорота, этого молока, заквашенного этим микроорганизмом. Без сахара, без ничего. У нас есть кумыс и сорат. К сожалению, мы не знаем, из каких штаммов, из каких микроорганизмов у нас готовится. А все кисломолочные продукты, они должны иметь закваску. Так же во всем мире так. У нас только Якутии и, по-моему, и даже в Казахстане и Монголии, где производят кумыс, у них заквасок нет. Закваски есть в Башкирии. Башкирский кумыс, у него есть своя закваска. Вот у нас задача стояла, тоже никто нам не говорил, ни один производитель, ни один чиновник, ни один департамент, что надо этим заниматься. А мы к этому подошли сами, потому что видим, что у нас это дело
могут, сейчас если проверка придет, они могут захватить производство хумыса, но он же продается в магазинах, уже стоит, хумыс нет. А с каких штаммов они его изготовили? Как изготовили, никто не знает. Самое главное, что делать в наших условиях? В первую очередь, надо в бюджете предусмотреть заявку на производство вакцины против МИТа, которую мы в этом году закончим утвердить, и самовольного аборта и парабиотика сахабахтусуктил. На это надо в бюджете 35 миллионов рублей. Сумма небольшая. Эффект какой, я уже говорил. И второе. Надо нам помочь каким-то образом. Или, может быть, это из бюджета, может быть, это инвестор, частное лицо. 35-40 миллионов для реконструкции. Или 138 миллионов рублей для строительства биофармзавода. Строительство биофармзавода мы с помощью нашей Академии национальной включили научно-образовательный центр. Там он фигурирует. Осталась поддержка со стороны нашего руководства, Министерства экономики, Министерства финансов, кто ведает.